Поехали. Привет, девчонки. Тема нашего сегодняшнего эфира – мужская логика. Я расскажу вам, почему такие логичные существа, как мужчины, ведут себя настолько нелогично. Как правило, женщин чаще всего обвиняют в отсутствии логики, но логика по определению своему – это наука такая о правильном мышлении. И женская нелогичность озвучивается мужчинами с некой такой насмешкой. Но вы не понимаете мужскую логику только потому, что вы ее не видите. Дело в том, что на самом деле мужчины очень логичны. И если понимать, откуда ноги растут, понимать, как устроена мужская природа, то вы эту логику будете видеть всегда, абсолютно всегда. Если брать суждения социума, вообще вот эту всю трансляцию книг, фильмов, песен о любви, вообще об отношениях, еще посмотреть картинки в Инстаграм, то какого мужчину вообще нам транслируют? Нам показывают нормального, адекватного мужчину, это такого, замечательного просто. И если мы ближе рассмотрим вот мужское поведение вот этих персонажей, которых нам показывают в кино и в сериалах, в книжках и в песнях, то мы увидим, что это ненормальные мужчины, это какие-то исключительные мужчины. И вот это вот мужское поведение, логичное, как вам кажется на первый взгляд, это, по сути, проявление какого-то мужского героизма, мужской исключительности. А на деле мужчины ведут себя совсем по-другому. И ваша жизнь ваших знакомых показывает вам абсолютно другую картинку. Допустим, мужчина встречался с вами, ходил, вас выгуливал, кружил, потом бах, пропал. Либо все было прекрасно, все было хорошо, он пропал, допустим, после секса. И вы не видите логику никакую. Либо вы не понимаете, почему ты такая хорошая, ты такая вся правильная, прекрасная жена, дом полная чаша, ты красивая, стройная, и хозяйка хорошая, и почему-то муж недовольный, почему-то он ворчит. Ситуаций таких, когда вы не видите логику в мужском поведении, очень-очень много. И понимать, вернее, не понимать именно мужскую логику, вам мешают некоторые вещи, которые я сейчас озвучу. Самое первое, что вам не дает понять мужское поведение, мужскую логику, это мужская сексуальность. Женщина – существо, которое любит сначала объект, и у нее любовь и секс появляется только когда появляется мужчина. Да? То есть вы познакомились с мужчиной, встретили, он хорошо себя ведет, приятно пахнет, все у вас прекрасно, у вас какие-то завязываются отношения, и только тогда у вас появляется сексуальное влечение. То есть у вас ваша сексуальность, она направлена на объект. Очень редкие женщины чувствуют какой-то инстинкт, прям как у кошек. Я сомневаюсь, что их достаточно много. Все-таки ваша сексуальность направлена именно на мужчину. И у вас проявление сексуальности – это проявление чувств. Это более такие духовные вещи. Это более что-то такое возвышенное и прекрасное. Недаром вы называете вот этот каитус таким красивым словом, как заниматься любовью. У мужчины же совсем все по-другому устроено. У мужчины прежде всего вот это половое влечение возникает, и оно не зависит от объекта. Понятно, что мужчины тоже выбирают себе женщин, выбирают по каким-то своим определенным вкусовым предпочтениям, но это не всегда так. У мужчин его желание половой близости – это сродни какой-то физиологии. То есть вот покушать, поспать, сходить в туалет и сходить в женщину – это, в принципе, одно и то же. Получается, что вы же вряд ли просыпаетесь с мыслью о том, что у вас там что-то торчит и мешает, и поднимает одеяло, да? Вы
допустим, можете проснуться, увидеть любимого человека, захотеть его обнять, поцеловать. У мужчины немножко по-другому это устроено. И у них рождается сначала влечение, а потом уже находится под него объект. У мужчины очень много разных сексов. Согласитесь, когда вы идете в клуб, и вы там никого не нашли, какого-то интересного мужчину, вряд ли вы будете собирать вот эту падаль, которую собирают многие мужчины, которые туда прибегают, конечно же, за принцессами, но когда они уже там прицел поправили, когда они уже посмотрели, что ничего приличного нет, и потом уже в расход вот эти вот идут, вот эти вот уже практически валяющиеся на полу женщины. Смотрите, как вам же никто не скажет из подруг, почему это ты там никого не притащила к себе домой, как это ты никого не нашла. Ну, не было никого, для вас это норма. А мужчина может проявлять вот это совсем по-другому. И вы должны понимать, осознавать, что вы здесь, если мужчина для вас объект, и только после того, как у вас появляется объект, у вас могут быть какие-то желания сексуального характера, то мужчина может быть наоборот, совсем по-другому. И не обязательно ему влюбляться, не обязательно ему отношения заводить только потому, что у него встала писька. Я думаю, взрослые женщины уже это понимают, но они также не могут понять, что если вы общаетесь с мужчиной, вы чаще всего общаетесь с одним мужчиной, а мужчина всегда общается с аудиторией женской. И не обязательно это должна быть именно реальная женщина, да, то есть реальные женщины. Это могут быть и виртуальные женщины. Это могут быть его переписки на сайтах знакомств. Это может быть посещение порно-сайта. Это может быть его мысли о каких-то других женщинах. И почему удивляется та же жена, которая говорит, ну что такого во мне, почему вот он мне изменяет, что во мне такого не хватает. А не хватает просто новизны мужчине. Просто когда у него есть одна женщина, то у нее, допустим, вот такие вот параметры. Это блондинка, у нее там сиськи там, 3-го размера, и она какой-нибудь, возможно, хочется какую-нибудь там сиськи 5-го размера, хочется какую-то, другую женщину. И когда вы задаете себе вопрос, почему мужчина изменяет, почему он выбрал какую-то женщину старше меня, не такую красивую, не такую молодую, не такую стройную, ответ на этот вопрос простой. Она другая. И мужчина всегда ищет разнообразие. Несмотря на то, что он любит свою женщину, но вполне даже в постели с вами он может представлять даже какую-то соседку Маньку или там секретаршу своего босса. И вот отсюда вырастает вот это вот поведение мужское нелогичное. Допустим, пришел ваш муж с работы и бесится из-за того, что вы не так стол ему накрыли. А ты не понимаешь, вроде бы и тарелочки поставила красиво, и все вытерла, и приготовила, специально взяла рецепт его мамы. И почему же вот это вот такое поведение агрессивное? За что же он так со мной? А это может быть все очень просто. Он не может трахнуть свою коллегу по работе. Либо она ему не дает, либо это вы ему там в тиски яйца зажали, либо у него денег нет, или вообще там что угодно может быть, либо времени у него на это нет. Вот видите, если вы становитесь на мужскую сторону, попробуйте хотя бы немножко вот подключить знания, то логика будет абсолютно ясна. Что дальше мешает вам понимать мужчину? Мешает еще то, что у мужчины очень утилитарный подход. Женщина, когда ищет себе партнера для отношений, мужа, любимого, она слишком многого хочет. Она хочет в одном человеке собрать все. И вот это до сих пор неискоренимое чувство вот какой-нибудь 20-летней жены, которая недоумевает, а почему же это у нас страсти нет через 20 лет в отношениях? Все просто. Нет новизны, нет чего-то такого
нового, что там можно исследовать через 20 лет в супружеской постели. Исследовать там уже нечего. И вы говорите, ну как же так, вот он меня не любит, почему же он со мной живет, если это так? Это для вас любовь, это и секс, это одно и то же. Мужчина очень легко, ну и женщины, кстати, тоже догоняют сейчас, что меня радует, они очень легко могут разделять эти вещи. То есть вот этот утилитарный подход, вот эта женщина, жена, к примеру, она для быта, она для удобства, она для физиологии, а любовница – это уже страсть, это уже романтика, это уже какие-то там яркие чувства, это праздник. И вполне себе может быть так, что любовница старше жены на 10, на 15 лет или толще на 20 килограмм. И это может быть и не одна женщина, а несколько женщин. Вы должны всегда понимать, что вы общаетесь с мужчиной, вы и конкурируете не с одной женщиной, а с аудиторией женской, с женщинами, потому что у него может быть, допустим, жена это для быта, какая-то одна женщина, любовница, к примеру, для выхода в свет, ну, какая-то такая эффектная, интересная, пусть ему она вообще сексуально не нравится, ему с ней некомфортно, неудобно, у нее жопа как две пачки махорки, вот это вот модельной внешности дамочка, которую он выгуливает. Для чего? Для того, чтобы завидовали друзья, чтобы вот ему даже, может быть, неинтересно с ней в постели, но вот это вот такое мерение письками между мужиками, оно уже закрывает потребности. То есть, смотрите, с женой он закрыл быт с этой вот моделью, он закрыл выходы в свет и зависть друзей, а ходит и наслаждается он какой-нибудь пухленькой разведеночке, да, там 40-летней, к примеру. И смотрите, какой утилитарный подход у мужчины. Вы сидите и ищете, чтобы он был и чтец, и жнец, и на дуде играть. Да? Вы ищете мужчину, который будет и сексуальный, и красивый, и заботливый, и чтобы он еще и деньги зарабатывал, еще плюс верный был. Ну, сами понимаете, что такие качества один мужчина в себе вообще собрать не может. Вы не можете разделить такие понятия, что хороший семьянин, любящий детей и альфа-самец – это вещи разные. Это несовместимые понятия. И чем выше мужчина поднимается по иерархической лестнице, тем больше у него женская аудитория. И ни о какой моногамии, никакой верности практически не может быть и речи. Потому что вот этот вот классный, веселый, яркий мужчина, с которым так классно вам проводить время в постели, он не станет прекрасным отцом. Он не станет любящим мужем. С ним классно веселиться, классно тусить. Вы с ним можете получать дикие оргазмы. Но вот этого мужчину тащить в брак и в отношения не стоит, потому что когда вы уже его вытащите из этого вот этого праздника, из всего, то вы получите кусок говна, по большому счету. Мужчины очень классно умеют, ну не все, конечно, но практически все очень классно умеют разделять спокойно эти вещи. И вот это вот с одной женщиной он может заниматься, допустим, какими-то там, ну, к примеру, каким-то там БДСМ, с другой ванильным сексом, с третьей там еще что-то. Ну, я не буду тут распространяться о подробностях, потому что все-таки ТикТок может заблокировать меня даже за слово одно из 4 букв. И смотрите, когда вы вот эти вот моменты примерите на мужчину, то логика будет просматриваться просто железная. И еще момент один, который мешает вам понимать мужчину, это то, что мужчина любит все считать, все посчитать. У него, это у вас, вот вам хорошо, допустим, вы в постели с мужчиной, наверное, очень часто слышали такой вопрос, ну, допустим, получила ли ты оргазм, да, то есть мужчине вот вообще в голову не придет, ну, как это так? Вы можете сказать, мне было с тобой хорошо, то есть для вас вот это вот обнимашки, вот это вот все ласки, вам уже этого более чем достаточно многим, и оргазм там случился, не случился, для многих женщин вполне достаточно будет сказать, мне было с тобой хорошо. Как хорошо? То есть, понимаете, вот
мужская голова понять это не может. Это все равно, что я сидела на унитазе, там сидела и ничего не сделала. Это, в принципе, то же самое. Смотрите, как важно посчитать, сколько раз там у вас было. Смотрите, как они хвастаются там своими подругами. Вот у меня есть тёлка, у нее там 3 размер. И всем понятно, да? Девчонки здесь сидят, они понимают, что 70Б и 85Б это совсем разные сиськи, да? И они могут быть, эти будут маленькие, те большие. Но мужчина уже в своей голове отложил, что вот это вот он посчитал и измерил. Он не может понять вашу любовь, как ты любишь, что ты делаешь. У него вообще понимания вот этого нет. Вам нужно для того, чтобы испытать любовь, практически ничего не нужно. Любая какая-нибудь писюха 16-летняя может родиться ребенка, и вот этот вот комочек маленький уже будет воплощением ее жизни, уже ее проектом, но уже будет испытывать эту любовь. Мужчине, даже 45-летнему, опытному, зрелому, ему даже приблизиться он не может вот к познанию вот этой вот любви женской. Что это такое? У мужчины все является ресурсом, все ресурс. То есть ресурс это деньги, ресурс это его машина, ресурс это его друзья, это жена, это дети, это все его ресурсы. Вы скажете, ну как так, как же может так, что человек вообще, вот, ну, вы ставишь, что Оля наравне деньги, да, и жену, там, детей. А у мужчины это, в принципе, нормальные вещи. Друзья его вполне себе могут... Для чего он их может использовать? Он прекрасно осознает. У друга можно, допустим, взять квартиру, да, там куда-то бабу привезти. Друг прикроет его блядки. Дети – это тоже ресурс. Там вот сын, наследник и все остальное. Вот это вот все собирается в одну кучу. И точно так же женщины его – это тоже ресурс. И жена ресурс, и любовница, и любовницы. Вас, наверное, очень часто поражает такая ситуация. Вот, допустим, вы были в отношениях с мужчиной, уже развелись, либо вообще отношения эти разорвали, и потом вам мужчина не дают жизни. Вы не понимаете, что происходит. Кажется, все, я тебе уже не нужна, ты уже меня бросил, забыл вообще, как меня зовут, уже ненавидит он ее и вообще видеть не хочет. Но как только у вас появляется какой-то другой мужчина, сразу бывший на горизонте с претензиями, с какими-то оскорблениями. Почему это так? Потому что вы в этой ситуации, вы ресурс для мужчины. Вот представьте, что вы iPhone, и кто-то забрал его iPhone. У него есть новый, у него есть их 5, 10. И это когда вы говорите, дай ты мне жить спокойно, все, я тебе уже не нужна, у нас уже давно ничего нет, дай мне спокойно жить, жизнь свою устроить с другим мужчиной. Но вы ресурс, и мужчине жалко отдать свой iPhone какому-то мальчику. Он может его подарить, он может его выбросить, он может им орехи заколачивать, но это мое. И здесь вот эта вот логика, когда вы все вот это пристроите, примерите, вы логику мужскую будете видеть очень-очень хорошо. И когда у вас возникают какие-то вопросы, когда вы не можете понять мужское поведение, то всегда вам поможет фраза «cherchez la femme» – «ищите женщину». Если мужчина пропал, если он вдруг кружился вокруг вас, и вдруг потом куда-то делся, перестал проявлять к вам интерес. Ответом может быть что? Ищите женщину, у него другая женщина. Либо то объявился, когда вдруг ни с того ни с сего у вас появился мужчина какой-то. Что опять же, смотрите, ресурс. То есть вы для него ресурс. И это все прекрасно объясняет. Тот же самый утилитарный подход, когда вы говорите своему любовнику или, допустим, жена говорит мужу, выбирай либо я, либо она. Но мужчина всегда выберет третий вариант. Это будут 2 женщины, и ты, и она, и еще может быть несколько. Логика мужская просматривается очень хорошо в их поступках, когда вы знаете вот эти 3 критерия,
вот эти вот 3 места, где нужно копнуть более глубоко и посмотреть. И у вас всегда будет складываться все это в логику. Очень хорошо. Если мужчина на первый взгляд ведет себя нелогично, подключите вот эти инструменты. И, как правило, ответом на ваши вопросы будет то, что у него другая женщина, он решил вас приспособить для чего-то еще, и то, что вы для него ресурс, это объяснит очень-очень много моментов в вашей жизни. На этом все, а теперь я готова отвечать на ваши вопросы. Так, девчонки, пишем только вопросы. Я вас очень попрошу. Так. Где брать новизну? Это, не знаю, мужской вопрос или женский. Женский новизну где угодно. Людей вообще мир многогранен. Сейчас настолько всего много, что вам очень трудно ограничить выбор. Это касается и продуктов питания, и информации, и людского ресурса сейчас. Очень много. Вы сейчас живете в такое время, у вас в кармане телефона, в кармане штанов, да, находится такой прибор, о котором наши деды и родители не могли даже и мечтать. У вас в кармане целый мир. Так что новизным валом. Скорее нужно ограничивать от новизны. Так. Как пережить расставание после многолетних отношений? Учиться жить заново. Вообще, если у вас есть своя жизнь, именно своя, если вы живете свою жизнь, если вы не крутитесь вокруг мужчины, то переживать ее будет достаточно легко. Если у вас жизни своей нет, и вы бесплатное приложение к мужчине, то будет очень-очень сложно. У вас вот эта вот пустота внутри, и своей жизнью заполнить вам ее очень-очень-очень тяжело. Если у человека есть самореализация, друзья, дети, работа, творчество, то им переживать намного легче. Если вы страдаете после расставания, это нормальные вещи, очень сложно расставаться. Во-первых, это нейронные связи формируются уже, определенные динамические стереотипы. Но перестраивается все это очень-очень легко. Есть такое понятие, как положительное подкрепление. Ищите плюсы после расставания. Что вы приобретаете с этим? У меня в телеграм-канале есть материала очень много для таких женщин. Это лекции «Безусловная любовь. Хочу, чтобы меня любили», «Забракованная женщина. Как жить после развода». Так что попробуйте послушать эти лекции, они вам очень-очень помогут. Как притянуть достойного мужчину? Ваше окружение – это окружение вас. Вас окружают те люди, которых вы достойны. И если возле вас одни мудаки, то вопросы только к себе, именно в зеркало. Что вы делаете не так? Как вы себя ведете? Что вы транслируете в мужской мир? Начать можно с Ютуба. У меня там есть видео «Как привлекать мужчин». Я говорю о женском поведении, о том, как себя вести, чтобы активно знакомиться офлайн. Для того, чтобы знакомиться в интернете, у меня тоже на Ютубе есть видео, сайты знакомств, инструкция для невесты. Я подробно там объясняю, как продуктивно использовать ваше время пребывания на сайте знакомств. И если уже хотите глубже копать, тогда на Телеграм. В Телеграм у меня есть лекции такие, женские роли. Там есть женские роли мужа-ненавистница, порядочная женщина, какая там еще, бескорыстная женщина. Вот это вот все. Ну, женские роли посмотрите, и вы увидите свои ключевые ошибки. А зачем мужчины делают подлянки? Например, что-то ломают или прячут, чего добиваются. Но вы же ресурс, поймите, я же сейчас об этом только что говорила. Как это так, мой телефон пошел куда-то гулять без меня, что-то без меня делает? Почему? Почему же вот он так себе позволяет? Он берет кто-то телефон, об стенку его швыряет, и все. То же самое и мужчина делает. Но вообще вы сами провоцируете очень часто мужские подлянки. Вы на ровном месте
себе делаете врагов, не понимая, иногда унижая, принижая мужское достоинство, вот просто не осознавая этого. Ну, допустим, женщины очень часто говорят о том, что вот я с ним встречалась, а теперь я хочу с ним стать друзьями. То есть я с ним спать не буду, а пусть он там меня дальше кружит, одаривает. Ну, вы же вызываете мужскую агрессию. С чего вы решили, что мужчина, который не будет общаться, адекватный мужчина, не будет общаться с женщиной, которая с ним не хочет спать, еще и как-то развлекаться. Он, конечно, бесится. Но это такой самый простой пример. Мужчина сказал, что не может пригласить к себе из-за некомфорта в квартире ему. Типа неловко. Ну, неловко, лень убирать. Может быть, он с мамой живет или с другом. Ну, вот ему, может, стыдно в такую конуру вести. Ну, что всякие могут быть проблемы. Либо проще к вам ходить. Ты что, мы накормишь, приготовишь. Что категорически нельзя делать. Вообще не стоит мужчину притаскивать к себе домой. У меня тоже есть лекция на телеграм-канале. Приводить мужчин домой — одна из женских ошибок. Ну, что-то такое там. На телеграм-канале прям в закрепленном сообщении есть весь материал. Если вам недостаточно бесплатного материала на ютубе, то добро пожаловать в телеграм. Там я подробно об этом говорю. А если все идеально, ему становится скучно, становлюсь сучкой, высказывать, что я плохая, как быть? Ну, идеально для него будет тогда, когда вы накроете ему стол хороший, приведете ему самых красивых подруг и скажете: дорогой, ты тут отдыхай, я поехала к маме. Вот это будет для него идеально. Я вообще об многих таких ситуациях рассказываю. То, что называет вас сучкой, ну, как правило, сучкой называют тогда, когда он не может вас прогнуть, не может покорить. В вашем случае это вам плюс. Это такое, даже некий комплимент. Ну, мужчина всегда будет пытаться прогибать под себя, вас подчинять, насколько вас хватит, будет пробовать ваши границы. И для него это нормальные вещи. То есть пока вы не пробегаетесь, вы сука. Нормально. Как побороть привязанность к мужчине? Есть работа, дети, самореализация и другой мужчина. Ну, здесь уже, наверное, нужно уже с головой что-то там, к мозгоправам, наверное, идти. Если у вас все есть, все так классно, все так хорошо, и мужчина, и самореализация, и работа, и дети, то в чем ваша привязанность тогда? Вот что там? Ну, копаться нужно, разбираться, что у вас там не так. Если вы человек этого любите, то любовь, она же все-таки в служении, знаете, вот этому человек не хочет с вами быть, не хочет, отпустите. То есть вы хотите насиловать человека, он с вами быть не хочет, да, вы страдаете, хотите его дальше мучить. То есть здесь все-таки в себе нужно разбираться. Мужчина очень много работает, живем вместе, проводим время раз в неделю, мало внимания, не хочу его. Не хотите, и прекрасно, пусть еще больше работает. Главное, чтобы деньги приносил. Ну все, и что? Мало внимания, не хочу его. Ну, не хотите и не хотите, все замечательно, пусть еще одну работу найдет. Но если он мало проводит времени с вами, то, скорее всего, там есть какая-то еще другая женщина. Все, шершеля фам всегда. Но не бесит, что мало внимания, просто не хочу. Ну, не хотите, и прекрасно. То есть я не хочу мужа, а его нет никогда дома. Ну, потерпела раз в неделю, и прекрасно. В чем вопрос? У вас все вообще хорошо очень. Все чистая правда, сказанная вами, но иногда становится от этого больно. Ну, понятно, что больно, да. Розовые очки всегда бьются стеклами внутрь. Очень обидно осознавать вообще такие вещи в жизни. Когда это еще приходит ко мне женщина лет 40, которые понять не могут вообще, как мужчина устроен и почему у нее в жизни не складывалось, конечно же, больно. И, опять же, моя информация, она не для всех. Она для определенной категории женщин. Скорее всего, это будет 30+. Это женщины, которые уже мужского говна похлебали, слушали каких-то коучей, психологов, и у них не складывалось. Вот они приходят ко мне, слышат информацию, и начинает складываться в их голове, и становится очень больно. А больно, потому что это правда. Больно, потому что неприятно осознавать то, что вот все лежало на поверхности, а вам этого абсолютно никто не показал.
Друг напросился в гости на 2 недели, живем в разных странах. Отказать не смогла, сейчас злая на себя. Ну, это же ваши проблемы. Зачем вы его приперли к себе домой? Такие неудобства. Здесь же друг абсолютно ни при чем. Ну, напросился, вы согласились, значит, с вами так можно. Может быть, он там и вообще еще на месяц у вас останется. Это вопрос личных границ. Вообще не нужно таскать к себе домой никого. И я вообще очень, очень люблю комфорт. Я люблю какое-то личное пространство. Я вообще не представляю, как можно 2 недели выдержать рядом другого человека в квартире. Но когда много проводим времени, хочу парня. Ну, хотите. Ну, ради бога. Кто ж муж, любовник. Для вас прекрасный момент, может быть. Вот у вас... Подходите как мужчины к этому утилитарно. То есть у вас вот муж — это быт, семья, дети. Парень ваш — это праздник. Праздник, секс, развлечения. Все вполне логично и понятно. Как отойти от манипулятора? Уже 2 года не могу забыть. Работать над собой. Нужно разобраться, почему вы ведетесь на какое-то говно. Потому что вы... Почему вам вкусно есть говно? То есть, да, вот если вы ко мне хотите прийти и взять приправу для говна или прищепку для носа, чтобы есть, и какашки любимого стали прекрасной какой-то пищей, то у меня таких рецептов нет. Большая зарплата. Встречались с мужчиной, намекал на семью. Когда обозначила, что мои деньги только мои, слился, логика. Намекал на семью, это не значит, что он хотел жениться. Может быть, намеки вы приняли, там вообще женщина у нас... Женщине бывает и намекать не надо. Она уже переночевала один раз, уже решила, что им жениться стоит. У нее уже между ног уже что-то вставили, уже все, любовь, и к свадьбе готовится. Так что это ничего не значит. Намекал на семью, это когда он вам кольцо подарил с бриллиантом и сделал предложение. Вот самый лучший намек. А деньги только ваши, может быть, вполне поводом стать для того, чтобы вас слить. Но нарисовалась другая женщина. Вот и все. Свобода дает слишком много измен. Нужно жить вместе, меньше шатаний. Ну, это если люди незрелые вступают в брак, то, конечно же, вам нужно караулить друг друга. А люди взрослые, зрелые, они вполне могут жить и гостевым браком, и никаких измен здесь не будет. Если вы вступаете в брак, боясь, что вам будет изменять, то и что вам с тем чувством, что вам нужно караулить этого человека, это не ваш человек просто. Ну, я о многом много говорю, у меня очень много материала, на Ютубе очень много материала. Эфиры у меня проходят 3 раза в неделю, 20:00 по Москве, в воскресенье я выхожу, и вторник, четверг тоже в 20:00 я выхожу в Телеграм. В Телеграм такие эфиры более емкие, более хлесткие, такой холодный душ. Так что, если интересует вас, вообще цепляет то, что я говорю, то добро пожаловать на YouTube-канал и приходите после того, как посмотрите что-то на YouTube. Если вас зацепит, то тогда приходите в Телеграм, там поинтереснее будет. Если вас не цепляет то, что я говорю, если там считаете, что это там ненормально, и вообще вы не согласны с моей точкой зрения, просто пройдите мимо. Проходите мимо, я никому ничего не навязываю, я общаюсь только с той аудиторией, которая откликается на мои слова. Так... Почему мужчины сбегают, узнавая, что есть проблемы с зубами? А почему вы не занимаетесь лечением зубов, а занимаетесь поиском мужчин? Мне кажется странным вообще иметь проблемы с зубами и искать кого-то. Мне кажется, ну вот смотрите, вот если бы я была без бровей, вы, может быть, и вряд ли заметили. А вот если бы у меня не было зубов, вы видели бы тут все. Поэтому прежде всего вы должны решить проблемы со своим здоровьем. А зубы — это и есть здоровье. Потом искать мужиков. Почему мужчины забегают? Потому что мужчина ищет себе в первую очередь сексуальный объект, половую партнершу. Основой отбора мужского, это в гипоталамусе у них, на подкорках там прошито, это здоровье. А состояние здоровья — это зубы в том числе. Мужчина 60 лет. Можно ли быть любовь в этом возрасте, женщина 52? Какие эмоции он хочет? Он, конечно же, может. В это время он уже вряд ли где-то будет бегать, он уже успокоился.
И его вполне устроит то, что женщина будет ему готовить, убирать, стирать, обхаживать и говно из-под него выносить. А женщина на 8 лет младше прекрасно для этого подходит. Как быть с мужем эгоистом и пофигистом? Вы живете с тем человеком, которого и позволяете ему вести себя так, как с вами можно. То есть, если вы живете с эгоистом и пофигистом и ничего не делаете, вы не уходите, вам хорошо, это вопрос только к вам. Но в чем его эгоизм проявляется, в чем пофигизм? Что будет от того, что он себя так ведет? Ничего не меняется. То есть, если вы живете с каким-то долбодятлом, продолжаете жить, то вы этого достойны, с вами так можно. И вопрос только к вам, а не к мужчине. Ваш вот этот эгоист и пофигист с другой женщиной может быть вполне себе самым лучшим и самым распрекрасным, добрым, душевным человеком. Где знакомиться с мужчинами? Лучше всего для этой цели подходят сайты знакомств. Это самый такой простой инструмент, где вы можете, не выходя из дома, с грязной головой, в драных тапках и в халате, без косметики, прийти и набрать себе там целую кучу мужиков. Беда в том, что вы не умеете пользоваться сайтами знакомств правильно. У вас нет навыка и вообще понимания, как на сайте знакомств работать. Пожалуйста, на YouTube-канал мой, там все подробно расписано. Уже информации про сайты куча. Сайты знакомств, инструкция для невесты. Потом видео, переписка на сайтах знакомств, отсев. Супермаркет Тиндер, мужчина на акции. И еще есть один внос мыла саму себя для упрощения вам ситуации. Информации валом. Если вам просто лень, если вот, понимаете, в наше время без мужика может остаться просто какая-то либо совсем ленивая, либо очень глупая женщина. Потому что в интернете сейчас огромнейший выбор мужчин, любых, абсолютно любых. Если вы правильно действуете, если вы адекватно мужчину оцениваете, понимаете, как он устроен, то их у вас будет очень-очень много. Вот жопа и жри. И сайты знакомств для этого – это самый лучший инструмент. А если зовет домой, но не в ресторан, ну так не ходите домой. Зачем вы идете туда, куда не хотите? А если он вам зовет в машину отсосать, вы пойдете? Опять же, вы соглашаетесь только на те предложения, которые вас устраивают, которые вам интересны. Поэтому, если вам не хочется к нему идти домой, то чего вы претесь? Что вам, он единственный, что ли, здесь? У вас есть целый сайт, целая куча мужчин, и прям все вас зовут домой. Ну, слейте 100, слейте 1000 мужиков там. И все, и есть нормальные люди, которые будут на первое свидание звать вас, ну, не домой к себе, не в машине покататься. Опять же, ресторан. Я считаю, что для первой встречи, вообще первой, обычной, для знакомства вам вполне хватает рядового кафе. Это не обязательно должен быть ресторан какой-то. Молодой преподаватель дурит голову моей несовершеннолетней дочери. Как это прекратить? Ну, прямо вот пришли туда, на педсовет его, и все, прекрасно. Несовершеннолетняя дочь преподаватель, это все у нас очень хорошо регулируется. Заявите. Меня муж называет стервой уже 10 лет. Ну, не факт, что это хорошо. Опять же, у меня есть лекция «Женские роли. Женщина-стерва». Послушайте. Стервозность женская, если я вот говорю об опасности этой роли, она, вот все-таки это ваш проигрыш. Ну, захотите подробно про стервозность, то на телеграм-канале. Было первое свидание с обедом в ресторане. Теперь ждать, пока он напишет. Конечно же, ждите. Да, ни в коем случае вы не должны проявлять инициативу. У меня на телеграм-канале есть лекция «Женская инициатива как преступление». Послушайте и вообще забудете про инициативу навсегда. Может быть, вы ему не понравились, мало ли что произошло. Не нужно бежать за мужчиной. Вы должны только реагировать на предложения. Инициатива от вас быть не должно. Как не думать о нем 24/7? Работать не пробовали? Как быть, если жена предала, но не признается? Факта 90%. Но если не признается, 90% это не 100. Женщина изменяет, как правило,
ну, уже это мужики могут сходить, просто сунуть где-то, и ничего там такого страшного в этом нет. Уже женская сексуальность устроена по-другому, женские мозги устроены по-другому. Решать только вам. Жена предала, но то, что она не признается, она молодец. А как вам быть, что вам делать? Если жена признается, то однозначно разводиться, потому что жизни никакой не будет, если только вы ее там под плинтус не загоните. А так, может быть, это ваша ревность. Я же не знаю вашей ситуации. Только вам решать. Я бы, если бы мне изменил муж, или бы у меня спрашивал мужчина, то изменила жена, я бы сказала только одно: разводиться. Это мое мнение. И, опять же, я не психолог, и тем более не семейный, и множество семейных проблем я бы решила тем, чтобы я сказала этим людям вообще разъехаться и развестись. Было первое свидание в ресторане. Провел, перешли на ты. Теперь ждать, пока первый проявится. Ну, конечно же, ждите. Ну, не нужно бежать сзади. Понимаете, когда вы бежите сзади за мужчиной, это только говорит ему о том, что мужчина, меня там не угостите. То есть вы просто унижаетесь. Мало ли вы ему не понравились, мало ли что там произошло. У него другие какие-то женщины. Поэтому ни в коем случае не нужно инициативу проявлять. Поверьте, если вы мужчине нужны, он вам напишет 10 раз и позовет и в ресторан, еще и подождет, когда вы освободитесь, там, если вы заняты. Встреча одноклассников, как вести себя с бывшей первой любовью. Ну, вести себя естественно. Если вы хотите какую-то интрижку на этой встрече одноклассников провести, то без проблем. Это будет очень весело. Нормально ли, если мужчина собственник? Или лучше избегать таких? Или лучше манипулировать этим? Ну, мужчины почти все собственники. Опять же, здесь же, если мужчина проявляет ревность, то это тоже очень опасные мужчины. Там нет вас. Если вы хотите про ревность более подробно узнать, тоже на телеграм-канале есть у меня лекция «Мужская ревность». Не мужа, цветы. Вот понимаете, вы хотите заслуживать. Поймите, что вы же не собака заслужить. Опять же, заслужить. Понимаете, когда вы говорите о мужчине, то здесь нету справедливости такой. Вот вы говорите заслужить. Вот женщина, которая такая вот хорошая, порядочная, там стирала, готовила, жопу ради мужика рвала, она, конечно, заслуживает хорошего поведения, мужского внимания, заслуживает, но не получает. Получают цветы, внимание. Кто? Тот, кто не прогибается, тот вообще не выслуживается никогда. Поэтому вам совсем по-другому нужно вести ваши отношения. У меня и в моем проекте есть такое понятие ценник. Это товарно-денежные отношения переложено на мужско-женские. На Ютубе есть у меня, причем я женский ценник, лекция. И есть целый курс повышения ценника. То есть, когда вы в отношениях с мужчиной в каких-то определенных и хотите большего. То есть, допустим, вы встречаетесь и хотите выйти замуж за мужчину. Либо вы хотите, чтобы мужчина начал дарить вам подарки. Либо вы хотите больше внимания, больше заботы, ласки. И вот то, что вы хотите от мужчины сверх того, что он вам дает, это вы хотите поднять ценник. Здесь вообще не про деньги речь. Этот курс вообще полезен будет всем женщинам. Единственное, если вы хотите разводить на деньги мужиков, то вы тут не ко мне попали, то есть это вот туда куда-нибудь. Я о другом. Я вообще говорю о самодостаточности женской, о целостности, о том, что женщина как человек может жить, быть. Поэтому курс будет вам очень-очень полезен. Если хотите, то добро пожаловать в телеграм-канал. С мужчиной новым общаюсь без инициативы и не звоню ему. Он все спрашивает, почему я не звоню. А это понижение ценника. Мужчины очень любят вообще женщину прогибать на инициативу.
И, конечно же, ему это не нравится. Когда ты будешь инициировать общение, твой ценник будет ниже. Поэтому вы все правильно очень делаете. Конечно же, мужчине это не нравится. Но это не значит, что вы должны инициативу проявлять. Всегда старайтесь, чтобы инициатива была от мужчины. Если мужчина делает предложение, которое не нравится, ну зачем вам выходить замуж за человека, который вам не нравится? Для чего? Я же говорю о том, что вы не должны выходить там замуж за какого-то там альфу, красавца бешеного. Но это же не значит, что вы должны жить с неприятным человеком себе, там, сексуально неприятным. Нет, я об этом никогда не говорила. Первое свидание в ресторане. Перешли на «ты». Как понять, ей понравилось или нет? Ждать, пока напишут. Вы сами ответили на свой вопрос. Да, ждите, когда напишут. Если вы понравились мужчине, то он вас пригласит на второе, третье, четвертое и далее свидание. Муж отдал зарплату, но на день рождения даже цветы не подарил. Его ответ: я отдал тебе деньги. Но опять же, здесь вопрос ценника, смотрите. То есть зачем? Он отдал деньги, он не считает нужным. Вы поймите, что вы хотите подарки, вы хотите внимания от мужа. Это вообще вы должны уметь держать ценник очень высоко. Есть такое у меня понятие в проекте, как товары в отношениях. То есть вы должны придумать товар. Почему он должен вам еще сверх чего-то давать? Он на вас женился, он как бы уже купил абонемент. Все, ты уже жена, ты уже отхожее место. Все, я уже тебе заплатил самую высокую цену. Вот представляете, что вы купили в спортзал абонемент и все, ходите, а тебе приходят еще, говорят: дай мне, доплатите мне еще вот за как вот этот вот тренажер, за беговую дорожку еще дайте мне там 100 рублей за то, что вы занимаетесь. То есть это то, что вы просите. Опять же, если вы хотите по-другому отношения строить, то вам нужно разбираться именно в ценнике и в товарах в отношениях. Что получит мужчина от того, что он вам не подарил подарок? Что будет? Вы от него уйдете? Нет. Вы влияете на него настроением? Нет. Он хочет вас радовать. Видно по вопросу, что нет. То есть у вас нечего продавать мужу. Ну, вы можете всегда продать тот товар, что вы от него не уйдете. Тогда, конечно же, будет, возможно, и по-другому. Мы встречаемся, у его мамы претензии ко мне, что он часто выпивает. Как ответить грамотно? Спасибо. Во-первых, я не могу понять, для чего встречаетесь с алкашом, который часто выпивает. Мне непонятно. Я здесь с женщинами общаюсь, которые с пола не едят. Мамы претензии к вам. Опять же, мужчина не отделился от матери. И это вообще очень-очень опасный мужчина, и он для брака не подходит. У меня есть в телеграм-канал лекция про свекровь. Свекровь головного мозга. Я там говорю о том, как со свекровью общаться и на что обратить внимание, когда вы выбираете себе мужчину. То есть мужчина, который вообще зависит от матери, который вот эту пуповину не перегрыз, он для брака не подходит. Так. Всегда ли правильно закрывать дверь, если не устраивает? Как научиться выстраивать то, что нужно? Курс «Ценник в помощь». Можете купить, небольшие деньги абсолютно. Муж по любому поводу на меня кричит. Как не реагировать? Ну, кричит он на вас почему? Потому что он, наверное, бесится. Бесится из-за того, что на ваши деньги надо тратить. Он уже не может с другими бабами быть. Нужно вообще разобраться вообще, для чего вам этот брак. Материала очень много у меня по поводу вот этих вот отношений муж-жена. Это как завести мужчину в домашних условиях, есть лекция. Опять же, курс «Ценник» вам в помощь будет. Мужская агрессия, есть эфир, недавно прошел, очень хороший, мне понравился. Мужская агрессия и жестокость. Я говорю именно не о физическом насилии, хотя немножко там касаюсь его именно вот об этом. А крик — это уже агрессия, так что послушайте эту лекцию. Возможно ли отношения, если мужчина расстался со мной, жил месяц-другой, потом помирился со мной?
Вообще эти отношения возможны. Вопрос, опять же, с каким ценником вы в эти отношения войдете. Вы можете все так, этот ценник уронить в дно, то типа вот радостная, я там ходил, покуролесил, пришел, она меня приняла. То есть вы там уже под плинтусом, возможно, сидите. Отношения с пониженным ценником, конечно, можно выстраивать, но можно и повышать. Опять же, вы уже показали мужчине, что ему так можно. Я вот против таких отношений. И если вы выстраиваете отношения с бывшим, то это отношения уже другого уровня, а не другие. То есть, если вы, допустим, жили вместе, да, вот были мужем и женой, потом расстались и опять сходитесь, то это новые отношения, они заново выстраиваются. И, опять же, есть у меня лекция такая, что делать с бывшим, варианты использования, но она, если вы хотите любимого вернуть, то эта лекция вам не подойдет. Я говорю в этой лекции о том, как использовать тех мужчин, которым вы уже там уже откипело, отболело. Это просто чисто тупое использование мужчин. А вам курс «Ценник» в помощь. Я там вообще очень-очень много говорю. И все ответы на свои вопросы вы там найдете. Если бы вы узнали, что у вашего мужа есть любовница, я бы развелась. Если мужчина совсем не ревнивый, это о чем-то говорит? Это говорит о том, что это зрелый мужчина, абсолютно зрелый, нормальный. Этот мужчина вас уважает, как минимум. Так что радуйтесь, что у вас такой мужчина. Если мужчина не нравится, но он хочет семью и готов к этому использовать как ресурс. Если он вам не нравится, ну, опять же, для чего вы хотите семью? Если вы хотите сходить просто родить ребенка туда на 5 лет, ну, использовать его для деторождения, ради бога. Хотите там статус свой повысить каким-то образом, потом жилье у него отжать, или что вы хотите делать, тоже ради бога, я не против. Но если вы выходите замуж, вот задайте себе вопрос, для чего и зачем. В наше время это уже не обязательно. Платье белое надеть. Ну, вы хотите сходить туда на 3 года, то сходите, просто, ну, побалуйте себя. Если вам уже там в жопе пионерский костер горит, платье белое надеть и с фото, и куклу на капоте покатать, то вперед. А использовать как ресурс... Ну, как можно вообще спать с мужчиной, который не нравится? Я не представляю. Это тоже какой-то формат проституции, на мой взгляд. Не знаю, я не общаюсь с мужчинами, которые мне не нравятся от слова совсем. Поэтому я вам тут не советчик. Благодаря вашим лекциям важность темы замужества сильно снизилась, и как-то дышать легче становится. Я очень рада, спасибо вам большое. Да, у нас вообще тема вот это замужества, она настолько раздута. Это в 21 веке это уже абсолютно не обязательно какое-то женское состояние замужем, но все равно еще какие-то пережитки остаются. Почему-то все женщины должны быть замужем, либо несчастные. Нет, вполне много других сценариев поведения. И для того, чтобы быть счастливой, любимой, получать кучу мужского внимания, любви, страсти, секса и тех же денег, для этого не обязательно выходить замуж. По какому принципу мужчины выбирают сексуальную партнершу? У них есть такой специальный прибор, которым они выбирают женщину. Да, вот когда встает, значит, это партнерша подходящая. Не проявляется уже полгода, говорит, что отслеживает телефон и ревнует. Как его слить? Заблокируйте, и все. Вы же с ним как-то общаетесь. Мужчина, если вам пишет, а вы ему отвечаете, то что происходит? То есть реакция. Есть реакция, значит, она что? Готова со мной общаться. Просто блокируйте полный игнор, абсолютно полный. Тогда он сольется. Если вы не отвечали полгода ему, а потом бах, ответили, он вам еще полгода писать будет. Поэтому блокируйте, на улице встречаете, кричите, насилуют, караул, поднимайте крик, и все очень просто. Познакомилась на сайте, он прям настаивает, заеду к концу рабочего дня и поедем посидим где-то. Стоит ли соглашаться? Ну, вообще вопросы безопасности свои. Как вы будете садиться к мужчине в машину к незнакомому мужчине. Даже если, допустим, убрать криминогенную обстановку, вот это вот все,
вы сразу попадаете на мужскую территорию, вы будете очень стеснены в машине. Опять же, посмотрите, у меня на ютубе есть видео «Первое свидание, когда принесут второе». Я подробно там об этом все, обо всем говорю. Лучше возьмите такси и подъедьте куда и договоритесь, что вы сами приедете. Поэтому я не рекомендую вам садиться в машину к незнакомому мужчине. Мало ли кто там, мало ли что, вы всегда должны на первом свидании, вы должны прочувствовать вообще, кто, что там, вообще адекватный это человек или нет. Вы должны встречаться в общественном месте, вы должны иметь возможность уйти в любой момент. В отношениях с любовником уже 10 лет. В этом году влюбилась в него. Как разлюбить? Ну, заведите еще одного любовника. Как можно через 10 лет влюбиться, я не представляю. Что вы 10 лет, через 10 лет вас перемкнуло или что? Он уже вас сливать, может, собрался, а вы влюбляетесь. Так. Снова мужчина, не проявляя инициативу и не звоню. Он все спрашивает, почему. Потому что он хочет снизить ценник. Потому что женская инициатива это понижение вашей цены. Опять же, на YouTube и мужские плюшки, посмотрите видео, я там рассказываю. И почем я женский ценник. Вам все станет понятно. Конечно же, он хочет подешевле. И я говорю здесь не о деньгах, а вообще обо всех усилиях. То есть мужские плюшки это не только деньги, это его внимание, это его забота, это его вежливость. Там все туда. Все, что вам мужчина дает, оно переложено на товарно-денежные отношения. И все вот это в ценнике. Если приезжает, разговариваем, потом конкретики нет. Что это означает? Конкретики в чем? Я не поняла вашего вопроса. Если секса у вас нет после этого, то это все классическая манипуляция. Вся правда о мужской нерешительности. На YouTube у меня есть эфир на эту тему, посмотрите. Как забыть бывшего? Разбил сердце и понизил самооценку. После расставания нашел другую и написал мне. Ну, написал он мне вам только потому, что вы как запасная дырка у него будете, потому что бывшая раз дала, даст еще раз, и он таким образом, вот опять же, ресурсность, я сегодня говорила на эфире, применяет. Поэтому всегда 9 женщин лучше, чем 8. Ну, поэтому все, ничего там вы там не думаете, что у него там какая-то любовь или что-то еще. Самооценку очень хорошо поднимают мои эфиры. Это не мои слова, это слова моих подписчиц. Даже не самооценку, а самоценность. Я считаю, что самоценность это важнее, чем самооценка. Так что добро пожаловать в проект. Как забыть и простить бывшего мужа? Прощать его не нужно. Забыть. Занимайтесь своей жизнью и вообще другими мужчинами. Ваша беда в том, что у вас, если из вас выняли член, у вас остается дырка, да, не обязательно в письке, а где-то вот в душе. И вы ее заполнить хотите мужиками какими-то, да? Чем ваши мужики заполнят вашу дырку? Заполнят говном и спермой в лучшем случае. Поэтому заполняйте собой, своей жизнью. Еще раз рекомендую эфир на телеграм-канале «Забракованная женщина. Как жить после развода». Послушайте. Мой муж женился на мне, потому что я ему нравилась. А как сделать так, чтобы он меня полюбил? Полюбил. Мужчина вообще любить не умеет. Чтобы вы стали для него ценной, возможно. Мужчины вообще не умеют любить. То, что вы ему нравитесь, то, что он уже, это уже его такое проявление любви. Мужская любовь это половое влечение и чувство собственности. Все. Ну и удобство туда же. Вот это вот мужская любовь. А так как, чтобы как вы любили, это невозможно. Это тогда вам нужно сменить ориентацию и найти себе жену. Женатик говорил, что при любом раскладе выберут меня. Выбрал жену. Но ревел, падал на колени, любит. Ну, это стандартное поведение мужское. Конечно, он же не мог бы вам сказать о том, что ну, жена у меня такая хорошая, я ее не брошу, а тебе хочу прессовывать раз в неделю. Вы бы слились. А выбрал жену, потому что, ну, там больше связывала, там какие-то моменты, имущество, дети, все остальное. Может быть, вполне себе засоциальный мужчина и вполне себе жену любит человек.
и падал на колени, говорил, что любит, чтобы ты не ушла. Потому что женатику найти очень сложно себе бабу будет. От них же шарахаются, как от чумы. А то, что вы не умеете с женатиками обращаться, это ваши проблемы. Опять же, у меня на телеграм-канале есть лекция «Заведи женатика». И даже и вторая часть этой лекции «Райские яблочки любовницы имею право». Я говорю об использовании женатых мужчин. Если вы хотите их из семьи забирать, то вам вообще нельзя с женатыми общаться. Это вы полная дура. Зачем вам вообще кусок говна вот это? Зачем вы этих женатиков? Он там изменяет, там трахается. Нет, я заберу себе. И что ты заберешь? Через сколько лет он опять пойдет гулять? Хорошо, если через год, а бывает и раньше. А еще потом жена с любовницей местами поменяется. И вообще будет вам очень-очень весело. Я вообще против того, чтобы вы забирали женатиков из семьи. Использовать женатиков хотите без проблем, пожалуйста. Если вы в женатиков этих влюбляетесь и думаете, что они там такие распрекрасные, то вы полная дура. Так. Часто ругаемся с мужем, подолгу не разговариваем. Что будет дальше в таких отношениях? Ну, ничего хорошего не будет. Если вы подолгу не разговариваете, то это тоже такая тяжелая форма абьюза, на самом деле, когда люди не разговаривают. Опять же, если вам нужно уже ругаться, то нужно вообще думать о том, что эти отношения уже все, они уже умирают. Я вообще свой проект веду для того, чтобы люди могли создавать комфортные отношения, именно женщины, хорошие. Лично я в ругане жить не хочу. Для меня я ругаться ни с кем не ругаюсь никогда. Я из этих отношений просто ухожу. Вот и все. А то получается, что, опять же, вы в браке жрете говно, и вы мне говорите: Оля, дай мне приправу для мужского говна. Я буду есть, чтобы мне было, чтобы я не чувствовала говна, чтобы был вкус повидла. У меня нет таких рецептов. У меня совсем другой проект, абсолютно другой. Так. Должен ли парень с сайта или нет вызвать мне такси на первое свидание? Вот с хера он вам должен такси вызывать, вот понимаете? Вот я вот вообще поражаюсь. Из крайности в крайность. То вот пойти в машине покататься, пойти кофе попить, вам нормально. Вы идете. А такси вам вызвать должен. Я не знаю, у нас вот лично в моем городе такси стоит 3 копейки. И уже побираться на такси, может вам идти заняться чем-то другим, вам работу может найти, такси вызвать. Ну, хорошо, если он вызвал, но не должен вам никто. Если он вам предложил: давай встретимся, я оплачу такси, я тебе вызову такси, пожалуйста. Но он не должен вам его вызывать. Слово «должен» такого нету. То есть у вас стоит какая-то установка своя. То есть мне мужчина должен. Ну так выбирайте тех, кто предлагает. Не оплатил такси, не предложил, нехер соглашаться тогда. Все, вопросы очень быстро решаются. Я вообще рекомендую на свидание на первое ходить с деньгами. Мало ли там какой долбодятел придет, а у вас денег нет. Это намного проще, чем сидеть потом вот так искать. Если, может, вы понимаете, у нас же вообще из крайности в крайность бросаются. У нас либо вообще уже себя не ценят, соглашаются там кофе на заправке пить, погулять там в 40 лет по мостовой с мужиком взрослым. Либо у нас вообще мужик обязан прям неизвестно что сделать, уже там устрицами на первом свидании накормить. Нет, это не так. Ищите золотую середину. Если он вам оплачивает такси на первое свидание, прекрасно, молодец. Но если нет, это не страшно. А вот если у вас нет денег у самой на такси, вот это вот здесь нужно подумать. Может быть, вам рано мужиками заниматься, вам надо как-то жопу прикрыть, как-то свои базовые потребности закрыть. Так. Но выбрал ее, потому что боится за здоровье мамы. Потому что он вам в голову насрал про маму, понимаете? Не обольщайтесь. Боится за здоровье. А потом он будет бояться за здоровье ребенка. И будет ждать, когда ребенок сначала школу закончит, а потом еще институт, а потом еще женить надо, а потом еще жена начнет болеть. Слушайте, прекращайте говно мужское жрать. Мама здесь совершенно ни при чем. Он хорошо, он еще будет к вам еще бегать. Вы думаете, что мужчина выбирает между женой и любовницей? Нет, он выберет и жену, и любовницу. И я постоянно об этом говорю. А если вы наивная дурочка, жрите говно дальше со своим женатиком.
Маму выбрал, смешно даже. Как расшифровать логику? Одну любит, с другой спит, на третьей женится. Я сегодня об этом говорила. Это утилитарный подход. Одну любит, и у него там эмоции, но она ему не дает. Да, он потом пошел лысого погонял. Прекрасно. С другой спит, потому что это доступная, прекрасно, она сосет хорошо. Вот он с ней спит. А женится он на той, которая хорошо готовит, которая будет хорошей матерью и порядочная женщина. Все, что здесь непонятного? Утилитарный подход у мужчины во всем. Это вы хотите из одного мужика выжать все. Он у вас должен быть и в постели хороший, и красивый, и богатый, и высокий, еще и верный, и детей любить, и несуществующий. Мужчина спокойно разделит все эти роли на разных женщин и будет прекрасно себя чувствовать. Как сделать так, чтобы мужчина бегал за женщиной? Уважающий себя мужчина, адекватный, еще вообще не мужчина и женщина, бегать ни за кем не будет. За вами бегать будет только какой-нибудь задрот. Нормальный, адекватный человек, независимо от пола, он общается только с теми людьми, которые проявляют к нему симпатию и отвечают на его какое-то действие, реакцию. Потому что какого-то задрота сумасшедшего найдете, их много достаточно. Просто найдите недостойного мужчину, и они будут бегать за вами. А если вы хотите, чтобы за вами Прохоров бегал, то у меня к вам вопросы. Спасибо за комплименты мне. Не было отца в детстве, теперь каждому парню гипервнимание уделяю. Что делать? Это к психологу, пожалуйста, работа к психологам. Я не психолог абсолютно. У меня был прекрасно любящий отец, и, возможно, мне повезло. Я из полной семьи. Никто меня там не обижал в детстве. У меня с самооценкой все хорошо, и с мужчинами у меня все прекрасно, и с деньгами у меня все прекрасно. Я, в принципе, очень счастливый человек. Возможно, мне просто повезло, что у меня психологических травм в детстве не было, но я помочь вам не могу. Я не психолог и никогда не говорила о том, что я психолог. Так. Как избавиться от виртуального общения? Ну, просто не общайтесь виртуально, просто выключите телефон, и все, и очень легко избавитесь. Вы вообще тратите время непонятно на что. Вы общаетесь с какими-то непонятными мужиками, переписываясь по 2-3 месяца, по полгода с каким-то мудаком вы переписываетесь. Вы можете просто сходить один раз на свидание и все понять. Вот вы просто любите просирать свое время. Вам говорят из каждого утюга: да ты там уже старая, некрасивая, ты там скоро сдохнешь под забором с кошками. А вы сидите и переписываетесь с мудачьем в интернете. Просто телефон выключила и все. Не общайтесь с ними. Есть полно людей, которые еще до сих пор, понимаете, сексом занимаются не только вот дроча на порносайтах. Есть люди, которые общаются, вместе едят, вместе гуляют. Вот направьте свое внимание на таких людей. Так, потеряла я уже. А чужих детей они любят? Ну, может, и любят даже, если это какой-то там, допустим, ребенок ему нравится, вот они вместе. Вам же, понимаете, ну, свои дети, они какие родились, их уже надо любить. А если, вот, допустим, какой-то ребенок, а он классный какой-то, он воплощает свои мечты, или он похож на него в детстве, они вместе на рыбалку ходят, могут они вполне себе любить. Ну, не так, как вы прям любите детей. Нет, ну, может, нравится ему этот ребенок. Ну, ребенок такой вот прикольный, малой, да. Вам же тоже не все дети нравятся. Вы своего любите, любого. А есть же какие-то у вас там племянники, либо, может быть, какие-то соседские дети. Каких-то вы любите, каких-то вы не любите. Вот точно так же мужчина может быть. И к своим детям точно так же они относятся. Должен ли парень на первое свидание вызвать такси? Нет, не должен. Никто никому ничего не должен. Понимаете, вы не должны общаться с теми мужчинами, действия которых вас не устраивают. Понимаете, я не считаю, что мужчина должен вообще вам что-то вызывать, какое-то такси. Я считаю, что думать о мужчинах нужно тогда, когда вы не трясетесь за эти 3 копейки, которые стоят такси. Я не знаю, в каком городе вы живете. У меня это вообще сущие копейки. А у нас на автобусе дороже, наверное, ехать, чем на такси.
Парень долго не пишет после первой близости. Как себя вести? На YouTube-канале у меня есть видео, почему он не звонит. Там все ответы на ваши вопросы. Как раз я об этом и рассказываю. Пропавшие без вести, почему он не звонит. Так. Мужчина, который сожительствует с женщиной 15-20 лет, считается женатиком. Ну, я считаю, да. Какая вам разница? Женатиком. Ну, смотрите, он, может быть, себя женатым не считает, но жена его, вот эта сожительница, она явно будет считать его своей собственностью. Смотрите, полистайте мой ТикТок, там есть такие нарезки, где я говорю, что сожитель — это не муж. И у меня еще на Ютубе есть этот эфир в записи. Вообще все эфиры, которые идут в ТикТок, я выкладываю потом на Ютуб-канале. Можете посмотреть, как они жопу рвали, что я сожительницей назвала их. Так что они себя женами считают. Но я бы... Для меня вот принципиальной разницы нет. Живет мужчина с женщиной, либо, либо сожительствует, либо это муж. Для меня нет. Я просто вот лично я сама не хочу жить без регистрации брака с мужчиной. Но их я тоже считаю женатиками. После каждой встречи влюбляюсь все больше. Как себя остановить? Ну, нужно уже как-то ближе к вам подойти к сексу, а то там вообще крыша съедет, когда он там вставит. Да, как мне, понимаете, я думаю, что вам нужно быстрее секс провести, чтобы, ну, вы будете влюбляться, потом вообще крыша съедет. Опять же, вот женщине секс первый нужнее, вот быстрее провести важнее, чем мужчине. Потому что, мало ли, такие случаи часто бывают, что мужики сливаются, а потом вообще крыша у вас съедет. На Ютубе посмотрите, у меня вот это тоже очень много информации полезной вам. Вообще полистайте мой Ютуб, вам будет полезно. А влюбляетесь вы чаще всего, потому что вы не умеете секс и любовь разделять. Это очень-очень большая проблема женская. У меня есть лекция в Телеграм, называется «Секс как диалог, о чем с тобой трахаться». Я там подробно об этом говорю. И есть еще лекция очень хорошая «Первая небрачная ночь». Азбука секса. Я там говорю о том, как провести первый секс. Вообще в подробностях. Очень хороший материал. Вам будет полезно. Особенно для таких вот дурочек, которые влюбляются там сразу. У них там страна розовых единорогов рулит. Вообще всем в мой проект. Будете намного эффективнее действовать, когда вы мужские инструменты сможете применять. Потому что мужчины, вот я не сказала в этом эфире сегодня, мужчины очень хорошо женские инструменты применяют. Вот это вот, когда они вам срут в голову: люблю, женюсь, и все, и т.д. и т.п. и еже с ними. Поймите, что мужчина, после того, вот, пока у вас секса не было с мужчиной, там какой-то любви там речи быть не может. Ну, это какой-нибудь там тоже такой задрот. Вообще, я про взрослых людей говорю. Я не говорю про студентов, там, про школьников. Я говорю про взрослых мужчин. Как взаимодействовать с мужчинами, если половина психопатов, а другая нарциссы? Психопатов и нарциссов не так много. Это сейчас очень модно в интернете, такая вот пошла тенденция называть обычных мужчин, обыкновенных, нарциссами и психопатами. Их, конечно же, стало больше, чем 20 лет назад, но не половина точно. Дело в том, что вы, во-первых, не умеете с мужчинами обращаться, вы роняете ценник буквально с первых строк общения с мужчиной. И то, что вы себя окружаете говном, не говорит о том, что все плохие. Если у вас такое окружение, вопрос только к вам. Почему у вас такие мужчины, почему вы таких выбираетесь? Разбираться нужно прежде всего с собой. И вы из самого лучшего, самого плюшевого мужика сделаете урода, какого-нибудь психопата в своей голове нарисуете, позволите срать ему на голову, только потому что вы не понимаете, как с ними коммуницировать. Жаль, что только в 40 лет вас услышала. Вы моя любовь, надо еще купить курс ценник. Обязательно возьмите, курс очень хороший. Вот курс ценник вообще на многие вопросы дает ответы. Я там в этот курс, наверное, душу вложила. Курс из 5 лекций, там очень все подробно объяснено и будет полезен всем. Это, наверное, самое лучшее, что у меня на данный момент есть в проекте из платного материала. Так...
Можно ли писать первой мужчине или не стоит? Не стоит. Опять же, женская инициатива как преступление, лекция в Телеграм есть. Скажите мужчине, которому я симпатична, приятно ли ему получать доброе утро каждый день? Если вы ему сами пишете, то приятно, конечно. Он сразу открывает и понимает, вот эта дырка сидит, никуда не денется, можно идти новых трахать. Спасибо вам за прекрасные ваши видео. Очень много мудрости, много чему учат. Спасибо большое, мне очень приятно. Спасибо, что вы выбрали меня. Мне очень-очень-очень приятно и очень важно, что мою информацию, которую я хочу донести женщинам, слышат и очень успешно женщины применяют. Как флиртовать с мужчиной и не смущаться? Ну, вы, главное, не навязывайтесь. Вы, главное, не сходите с ума, не вешайтесь на шею, отдайте инициативу мужчине. А вот это вот вам просто нужно улыбаться больше, транслировать вообще открытость миру. Не мужчине этому, а вообще миру мужчин. Тогда все будет получаться. А что делать, если только пишут и никуда не приглашают? Общаться с другими мужчинами. Нет предложения, нет мужчины. Все. То есть, если не пишет, ничего не предлагает мужчина, но его нет, он не существует. Все, это картинка в интернете. Нужно заниматься своей жизнью и не заниматься ерундой. Сейчас еще минут 10, девчонки, и я буду заканчивать. Я очень уже устала. Здравствуйте, простите, вы начинаете эфир в 8 вечера по Москве. Да, у меня проходят эфиры в ТикТок каждое воскресенье в 8:00, в 8 вечера, 20:00 по Москве. И прямые эфиры у меня еще вторник, четверг в Телеграм в 20:00. Так что подпишитесь на канал. Там есть ссылка на группу, в которой эфиры проходят. Сначала на канал подписывайтесь, потом в группу. Группа закрытая. Там нужно капчу решить для начала, потому что очень много спам-атак ведется на группу, поэтому мне приходится в группе вести. Хейта очень много, и в Телеграм поднимаются темы более серьезные. Здесь ТикТок, это, знаете, он больше для привлечения новой аудитории. Они такие лайтовые, здесь я не могу поднимать темы, такие, которые я поднимаю в Телеграм-канале. Эфиры бесплатные, ради бога, приходите, много-много чего интересного вы почерпнете. Так. Потеряла. Сейчас хочу всем ответить. Можно ли совмещать контроль ценника и влюбленность? Конечно, да. Там же про все. Вообще, по большому счету, весь мой проект, он, именно про те отношения, о которых вы мечтаете. Да, вот я трезвый взгляд на жизнь, на мир. Это вам кажется сначала, что вам может показаться, что я мужчин там ненавижу. Нет, я просто их хорошо, реально, правильно оцениваю, и любить вам не помешает. Поэтому ценник держать нужно очень-очень строго. Вообще, в идеале отношения выстроить такие, в которых нет ценника. Но это удается единицам. Поэтому я говорю о том, что вы должны строить ваши отношения, по вашим правилам должны быть отношения. Можно ли самой делать мужчине подарки? Это глупо, вы должны быть подарком для мужчины. Если вы для него не подарок, то вы уже эти отношения прозевали. Но если вы какую-то ерунду ему дарите, то, конечно, можно. Эфиры где-то сохраняются. Эфиры в ТикТок идут на YouTube, записи эфиров. Я практически каждый эфир выкладываю. Эфиры в Телеграм идут, часть идет на YouTube, часть идет в платный материал. Присутствие на эфирах бесплатное. Напомню цену на курсы. Повышение ценника 3000 рублей стоит. Где эфир про брачных аферистов? Хочу посмотреть, где сохранился. На Ютубе он все в свободном доступе. Помогите, мужчина хочет снимать квартиру на 2. Вы не соглашаетесь с ним жить, пусть сам платит, вот и все. Вообще, вы поймите то, что мужчина с вами ведет себя так, как вы позволяете.
Если вы не хотите оплачивать квартиру с ним пополам, то не соглашайтесь, и все. Пусть он один живет. Почему вы претесь в какие-то там отношения непонятные? Непонятно для чего. Вот вам, наверное, самой не хочется 50/50 квартиру оплачивать, а вы тут претесь и говорите, помогите. Помогать не нужно. Нужно, может быть, другого мужчину себе найти. Так, ну что, я отстрелялась сегодня по вопросам. Всем спасибо за внимание. Я хочу вас пригласить на мой телеграм-канал, в частности, на эфиры походите, вам будет очень полезно. И с 27 февраля у меня начинается курс, новый будет. Это уже 3-й курс, который я провожу по праву сильного. Я буду говорить там о самых сильных манипуляциях в отношениях. Вся информация есть у меня на телеграм-канале. Все самое интересное у меня в телеграм-канале. Я вас всех очень люблю. Встретимся с вами в следующее воскресенье в 20:00. Всего доброго, до встречи, пока.